У Башкортостана уникальный опыт межконфессиональных отношений. В республике в мире и согласии проживают представители более 160 национальностей. Об этом говорили на региональном форуме «Реализация государственной национальной политики в Башкортостане. Задачи и перспективы». Главные заявления обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала республики. Сегодня с нами Владимир Зорин, председатель комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрегиональных отношений, а также член Президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям. Владимир Юрьевич, здравствуйте. Да, здравствуйте, Екатерина. То комиссия точно называется по межнациональным и межрелигиозным отношениям. Прошу прощения. Это важное уточнение. Спасибо, прошу прощения еще раз за ошибку. Итак, давайте обсудим, что самое главное, на наш взгляд, прозвучало на форуме в Уфе, и действительно ли опыт Башкортостана уникальный? Ну, самое главное, какой вывод можно было сделать, что экспертное сообщество, власти, институты гражданского общества работают совместно над реализацией двуединой задачи государственной национальной политики. Она состоит в поддержке этнокультурного развития всех народов, населяющих регион, страну, и формированию общенародного единства. Еще говорят иногда российской нации. Это очень важно было. И второе, что прозвучало, те методы и формы работы, которыми сегодня обладают власти в вопросах управления этнополитическими процессами. Это мониторинг, это вопросы анализа, планирования, стратегического планирования, это вопросы межкультурного диалога между народами, населяющими республику. В качестве главных рисков назывались выборы, которые могут пройти одновременно с всероссийской переписью населения. Почему это так и какое мнение у вас? Ну, давайте я начну все-таки не с выборов. Рисков у нас достаточно. Во-первых, это международный фактор, международное влияние, которое эксперты считают, что активизируется с избранием нового президента, новой администрации Соединенных Штатов Америки, которая традиционно, в кавычках, очень интересуется межнациональными проблемами в нашей стране не с целью поддержать и развить, а с целью найти здесь очередную трещину для того, чтобы расшатать какие-то противоречия. Второй риск – это, опять же, международный, геополитический. Это те конфликты, которые сегодня реально развернулись в нашем приграничье, на территории бывшего Советского Союза, в странах СНГ. Есть еще конфликты, которые не реализовались. Вообще ученые считают, что таких конфликтных этнотерриториальных ситуаций около 120. То есть это серьезная тема, над которой надо работать. Это, конечно, социальное неравенство, социальные трудности экономические, которые вызваны и коронавирусом, и в той ситуации, в которой оказались не только граждане страны, но и мигранты, которые приезжали к нам на заработки, на учебу и так далее. А далее я бы все-таки поставил вопросы выборов и вопросы переписи населения, которые всегда являются поводом для того, что называют ученые этнополитической мобилизацией. И всегда на выборах, ну, где больше, где меньше, там, в последнее время меньше, появляются недобросовестные политики, которые пытаются разыгрывать национальную тему, опять же, с надеждой там, получить голоса националистов, радикалов. Ну, их у нас в стране немного, обычно они успеха не достигают, но ситуацию немножко это портит настроение людей и портит результаты социсследований. И, конечно, перепись населения, она тоже нередко используется для мобилизации разных лозунгов, там запишись сибиряком, там запишись черкесом, или хватит кормить там Кавказ, хватит кормить еще кого-то, Москву даже есть такие лозунги. Это всегда, к сожалению, присутствует. Но мы знаем, как с этим работать, а главное это разъяснение нашему населению необходимости участия в переписи, необходимости отвечать на вопросы объективно, для того, чтобы в будущем власть могла составить коллективный портрет наш с вами и учесть все наши потребности в экономике, в социальных вопросах, в пенсиях и, самое главное, в культурных проблемах, изучении языка, образования, просвещения и так далее. Несколько подробнее про коронавирус. Как вы считаете, преодоление последствий будет насколько тяжелым и как это может тоже в действительности повлиять? Ну, я думаю, сложно. Мы уже и сейчас его
ощущаем. Во-первых, это ухудшение социально-экономического положения, и экономика еще должна восстанавливаться. Во-вторых, все-таки накопилась определенная масса усталости от коронавируса. Люди сидели дома, особенно молодежь, не было выхода энергии, и поэтому зачастую они, находят ей выход там, где, может быть, было бы найти более интересные дела. Я думаю, что это мы будем поправлять. И самое главное, что мы реально не знаем, как долго это будет продолжаться, какие будут дальнейшие формы развития, хотя все больше и больше каждый день добавляет нам надежды, что жизнь вступает в нормальное русло. Ну, тем более вакцина разработана, а их еще в этом году будет 3. Да. Вы также отмечали, Владимир Юрьевич, о том, что в прошлом году в России меньше было зафиксировано материалов, которые написаны языком вражды в медиапространстве. О чем это говорит? Ну и в целом улучшилась межнациональная атмосфера. Это говорит о том, что мы стали активнее работать, что мы активизировали нашу деятельность с точки зрения культуры, просвещения. Ведь многие конфликтные ситуации, язык вражды, недоброжелательность, ксенофобия, они рождаются от невежества этнокультурного. Вот у нас есть, например, много лекарств, это и образование, и просвещение, но одно из них – это этнографический диктант. Я знаю, что республика активно в нем участвовала, и знать народы, рядом с которыми ты проживаешь, их язык, культуру, традиции, я думаю, это все больше и больше становится достоинством для культурного человека. Владимир Юрьевич, как вы оцениваете практику в Башкортостане? Хотят ввести уже в этом году, вот планируется, что весной, паспорта межконфессиональные для каждого муниципалитета. Насколько это может быть эффективно? Ну, это механизм, это не даст моментального эффекта, и мы, введя эти паспорта, не получим на завтра какой-то осязаемый результат, но это механизм для контроля, для мониторинга, для сравнения, для того, чтобы понимать, где надо усилить нашу работу, а где надо относиться к каким-то проблемам более спокойно. Данные социологии о чем говорят, вот последние? Но они говорят об очень хороших цифрах. Это о том, что 87% населения страны не испытывает враждебности к лицам другой национальности, 91% уже ощущают себя гражданами единой страны, Российской Федерации, сохраняя свою национальную идентичность. Сразу хочу сказать, что нет противоречия между я татарин, я башкир, я аварец, я русский и я принадлежу к российской нации, вообще гражданской политической нации. Здесь нет противоречия, и некоторые пытаются это противопоставить, это неправильно. Это называется в науке множественной идентичностью. Так что в целом эти цифры говорят о том, что ситуация улучшается. Но я выступаю на круглом столе, и сейчас еще раз хочу подчеркнуть, что это не должно нас расслаблять, не должно приводить к бездействию, потому что многие трудности, конфликтные ситуации, нерешенные проблемы нам остались и от Советского Союза, и от царской империи, и от трудностей 90-х годов, а самое главное, от тех проблем, которые нам подбрасывают то, что мы называем геополитикой. Что можно назвать залогом межнационального согласия и где корни? Ну, во-первых, я считаю, что это ликвидация этнокультурного дальтонизма, то есть знание о культурах народов, которые проживают. Это высокая культура уважения к другим народам, и, конечно, это уважение к своему народу. В первую очередь нельзя не уважать свой народ, а это отражается на неуважении их другим народам. Надо уважать свой народ и, конечно, уметь находить правильный тон обсуждения сложных проблем. И как вы считаете, какие наиболее эффективные способы для развития языковых, культурных традиций народов многочисленных, которые проживают у нас в республике, ну и в целом по стране? Ну, они известны, это способы образования, а самое главное, надо повысить интерес к родному языку, и есть сторонники заставлять. Принять закон, заставлять что-то изучать, это обычно бесперспективное дело, исторически. А на самом деле надо заинтересовать, чтобы люди гордились билингвизмом,
знанием нескольких языков. Это было почетно и, самое главное, модно. А для молодежи слово «модно» очень важно. Спасибо большое за ваше мнение, за то, что вы нашли время прийти к нам в студию телеканала БСТ. Спасибо вам большое и успехов, мира и согласия всем жителям республики. Спасибо вам большое, Владимир Юрьевич. Сегодня вместе с нами был Владимир Зорин, председатель комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член Президиума Совета при Президенте России по межнациональным отношениям. Мы обсуждали национальный вопрос. Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ. Все самое интересное в нашем эфире. До свидания.